В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. Конец марта в этом году стал временем, когда получили свое развитие многие планы и проекты, о реализации которых говорили достаточно долго. Это и встречи в Минздраве с представителями российского здравоохранения по вопросам выдачи лекарств льготникам, а также обеспечение полисами ОМС граждан России, проживающих в Абхазии. Это и начало масштабных мероприятий с участием Россельхознадзора по избавлению от мраморного клопа наших сельхозугодий и утверждение парламентом руководителей некоторых важных структур в стране и подготовка к первому международному кинофестивалю и многое-многое другое. Смотрите в нашей программе. На кону безопасность страны. Специалисты Абхазии и России вместе с населением начали масштабную атаку против распространения в республике мраморного клопа. Как проходит кампания? Об этом в обзоре наших корреспондентов. Абхазия такое не дарит. Как выводят на чистую воду производители, незаконно использующих абхазские бренды. Актуальный репортаж Ренаты Шакая. Первый Сухумский. Кто приедет на международный кинофестиваль и что ожидает абхазского зрителя? Беседа с председателем Госкомитета Республики по молодежной политике Тимуром Квиклискири. А теперь более подробно об этих и других событиях недели. В прошлое воскресенье в Кемерово произошла трагедия, которая острой болью отозвалась и в сердцах жителей Абхазии. Пожар, вспыхнувший в торговом центре «Зимняя вишня», унес жизни десятков людей. В огне и дыму погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. По всей республике проходили траурные митинги и акции памяти по жертвам трагедии. В Сухуми, Гагре, Гудауте, Ачимчире и Ткварчале люди зажигали свечи и выражали сочувствие всем пострадавшим в этой беде. 29 марта президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба оставил запись в траурной книге, которая открылась в этот день в посольстве России в Абхазии. Глава государства сообщил о поручениях Кабинету министров по организации в Республике Абхазия реабилитации и отдыха пострадавших в результате трагедии. То, что произошло в Кемерово, это трагедия не только российского народа, во всем мире остались не безучастными к этой ситуации. Мною отданы соответствующие поручения Кабинету министров, премьеру, для того, чтобы пригласить всех тех, кто пострадал, по возможности после проведенной реабилитации, к нам, для того, чтобы как-то содействовать выздоровлению этих людей, чтобы эти люди могли бы подлечиться, побыть у нас. 26 марта президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу нового председателя Верховного суда Манану Делба. Глава государства отметил важность работы, которую выполняют судьи. От качества их работы зависит авторитет государства в целом, подчеркнул президент. Работа судебных, еще раз говорю, органов власти для государства самая важная. Ветвь власти, которая должна активно участвовать во всех процессах строительства государства. На этой неделе в Абхазии находилась делегация Министерства здравоохранения России. В Минздраве республики обсуждались вопросы реализации двух соглашений по обеспечению лекарствами льготников и по организации обязательного медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Было отмечено, что в республике все готово к реализации соглашений. В течение месяца граждане льготных категорий уже смогут получить бесплатные лекарства. Что касается выдачи полисов ОМС, то в данное время в 7 районах республики идет подготовка к этому процессу. В рамках этого соглашения предусматривается механизм конкретной его реализации. В частности, в республиканской больнице будет создана специальная комиссия, которая будет осуществлять отбор пациентов, нуждающихся в оказании специализированной помощи, и по этому направлению они будут, соответственно, направляться в то или иное медицинское учреждение. Мы дополнительно об этом еще будем извещать население, подробно останавливаться на том перечне документов, которые необходимо будет представить, когда начнется процесс принятия заявлений и документов на получение, оформление полиса ОМС. Абхазская сторона очень активно работает по реализации этого соглашения.
Мы провели сегодня встречу и с руководителями районных больниц, главными врачами. Мы проехали, посмотрели, как проводятся ремонтные работы по тем пунктам, где будет проводиться выдача полисов. По плану эта работа должна быть сделана в течение 3 месяцев. У нас есть все основания полагать, что эта работа будет завершена раньше. Сегодня приняли решение вместе с министром здравоохранения Абхазии о том, что в середине апреля ремонтные работы будут завершены. До конца месяца в эти пункты будет заведено и установлено оборудование соответствующее. И в конце апреля, в начале мая уже мы начнем работу. В республике начались серьезные работы по борьбе с распространением мраморного клопа. Подробнее о проводимых мероприятиях расскажет Ирина Аршба. На этой неделе в республике активизирована борьба с опасным вредителем мраморным клопом. В минувшие выходные в Абхазии находилась делегация российских специалистов во главе с заместителем министра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатуовым. Члены делегации побывали во всех районах Абхазии и ознакомились с ситуацией, связанной с распространением на территории нашей страны опасного вредителя мраморного клопа. Затем состоялось расширенное совещание с участием руководства Абхазии, по итогам которого был составлен пошаговый план мероприятий. Механический сбор клопов, затем химическая обработка плантаций, следующая фаза уничтожения оставшихся насекомых с помощью феромоновых ловушек, после чего поиск личинок на листьях растений и завершающая фаза установка картонных ловушек в домах людей. Во вторник премьер-министр Бестан Барцыц провел совещание с членами республиканского штаба по борьбе с опасным вредителем. Премьер поручил руководителям штабов организовать процесс приема от населения пойманных клопов. Перед соответствующими структурами была поставлена задача работать слаженно и четко. Чтобы определить наиболее оптимальное время химической обработки растений и рассчитать пропорции вещества, нужна помощь специалистов. В республике около 40 инспекторов по карантину растений. Все они должны быть распределены по районам и помогать бригадам на местах, потребовал Бестан Барцыц. В режиме ЧС пересмотреть, оставить минимум своих специалистов на контрольно-пропускных пунктах, распределить их всех на время вот этой чрезвычайной ситуации по районам, за каждым из них надо закрепить определенные участки работы и каждый вечер требовать с них результаты работы. Совершенно правильно говорят главы администрации района. Да, они проведут эту работу, но им нужно знать, какой препарат в какое время применить. А это могут знать только наши специалисты-карантинщики, специалисты-экологи и управление защиты растений. Если мы будем сидеть в кабинетах, а главам говорить, давайте нам результаты, покажите работу, они его 10 раз проведут опрыскивание, но мы не получим результат. По поручению премьера главы районных администраций должны были также представить дорожные карты и карты районов, а также информацию об объемах и видах химических препаратов и о количестве необходимых ранцевых опрыскивателей. В пятницу делегация Министерства сельского хозяйства России и Россельхознадзора посетила 5 районов Абхазии, чтобы выкупить собранных насекомых. Механический сбор вредителя в течение ближайших 10 дней – самый действенный метод борьбы с ним. Жители сел Гулрыбского района собрали более 80 килограммов мраморного клопа. Больше всего вредителя было собрано в селе Багмаран, Мерхиул и Мясникова. Ген ДНК выкупленных клопов будет исследоваться учеными в научно-исследовательских институтах России, чтобы определить, как дальше с ним бороться. Для предотвращения заноса и распространения по территории Абхазии коричневого мраморного клопа Государственная инспекция Республики по карантину растений с 31 марта ввела временные ограничения на ввоз в Абхазию продукции растительного происхождения в багаже и ручной клади из Грузии. Как поясняет Государственная инспекция по карантину растений, неоднократно при проведении карантинного фитосанитарного контроля на КПП «Ингур» в ручной клади лиц, прибывающих из Грузии, был выявлен коричнево-мраморный клоп. По предварительным подсчетам, экономический ущерб от указанного вредителя в случае его акклиматизации и распространения в Абхазии может составлять более миллиарда рублей. В то же время со 2 апреля Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения из-за масштабного распространения коричнево-мраморного клопа. Поддельные дары Абхазии предлагают на сельскохозяйственных ярмарках в российских городах. К примеру, в Хабаровске изъяли некачественную продукцию под брендом «Дары Абхазии». Все это, безусловно, вредит имиджу нашей страны и произведенной у нас продукции, по праву считающейся экологически чистой. О шагах абхазских предпринимателей в репортаже Ренаты Шакая. Вот такие ценники зафиксировала на камеру наша героиня. Стоимость сыра 1000, 1500, 2200, 3500 килограмм сыра стоит. Чернослив 2200 за 1 килограмм. Мандарин с орехом 2200 килограмм.
Это кадры из Хабаровска, где на днях открылась ярмарка «Дары Абхазии». Под аналогичной выставкой в конце февраля и в Чите проходила ярмарка сельхозпродукции. Однако абхазское происхождение представленных на ярмарках товаров вызвало сомнения не только в Абхазии, но даже у местных жителей. Ранее на ярмарке в Томске была конфискована партия просроченного мяса, якобы привезенного из Абхазии. С целью прояснить ситуацию мы связались по телефону с торговым представителем Абхазии в Москве Олегом Барцыц. Он настроен весьма решительно. Абхазия никому не позволит использовать бренд республики в своих сомнительных целях, сказал Олег Барцыц. Я убежден, что организаторы этой ярмарки понесли большие финансовые потери, и так будет продолжаться и дальше. Я хочу предупредить всех, кто попытается незаконно использовать абхазские бренды в своих каких-то сомнительных целях, вы будете нести убытки. Торговое представительство будет отслеживать эту деятельность по всей территории Российской Федерации. Мы не позволим никому использовать наши бренды. Использование бренда «Дары Абхазии» – факт сам по себе положительный. Он свидетельствует о том, что продукция, произведенная в нашей стране, пользуется за рубежом большим спросом. Но когда известный бренд используют недобросовестные предприниматели, то это наносит большой вред имиджу всей абхазской продукции. Это хорошо понимают в Абхазии. Как рассказал Олег Барцыц, после того, как им поступило сообщение о реализации фальсифицированной продукции, были приняты все необходимые меры. Представители Абхазии обратились в органы государственной власти по Хабаровскому краю, в управление Роспотребнадзора и СМИ. Благодаря слаженной работе ярмарка была закрыта. Ярмарка «Дары Абхазии» съехала. Выставка закрыта. Внезапно. В смысле? Пойдем? И Абхазия съехала. А что, Абхазия съехала? И Абхазия съехала, и выставки. Да, мы хотели ярмарку, там говорят, нет ничего. Наша продукция пользуется устойчивым спросом. Огромное количество жителей Российской Федерации буквально охотятся за абхазской продукцией. Мы снабдим их той продукцией, которая будет сертифицирована, которая будет иметь все сертификаты происхождения, отметки о пересечении границы. Таким образом, это будет вполне легальная продукция. Кроме того, наши предприниматели добросовестные, они получат прибыль. Мясные деликатесы, сыры, специи, овощи и фрукты якобы из Абхазии поступают в различные города Российской Федерации. Представленная продукция без сопроводительных ветеринарных документов и других необходимых бумаг, подтверждающих происхождение и безопасность продукции. Олег Барцыц отметил, что теперь на всех крупных ярмарках России будет представлена настоящая абхазская продукция. На базе торгового дома в Москве Food City создано подразделение, которое будет заниматься всеми вопросами по реализации нашей продукции. Мы сейчас нашли уполномоченную структуру, которая называется региональные ярмарки в Российской Федерации. У них есть большой опыт. И вот они, когда будут разворачивать свои большие мероприятия, там будет сегмент абхазской продукции, абхазских качественных продуктов, которые мы будем с полным основанием иметь право представить на российском рынке. Какой город в следующий раз посетят горе-гастролеры с якобы абхазской продукцией, сказать сложно. Но торговое представительство Абхазии в Москве готово предпринимать решительные меры. Рената Шакай, Абхазское телевидение. Актуальным вопросам молодежной политики посвящался круглый стол, который прошел в городе Гал 30 марта. Наши коллеги из Гал ТВ с подробностями об этом событии. В районном доме культуры города Гал состоялось заседание круглого стола, которое организовал Государственный комитет по молодежной политике при содействии Комитета по вопросам молодежи и спорта Галского района. В заседании приняли участие глава администрации Тимур Надарая, начальник пресс-службы Бежан Убирия, начальник СГБ Тимур Шергеля. В ходе заседания поднимались актуальные проблемы в молодежной политике Галского района и пути их решения. В частности, как увеличить количество абитуриентов, поступающих в вузы Абхазии из Галского района, о развитии молодежи в сфере спорта, проблема изучения истории Абхазии среди молодежи, не владеющих государственным языком. О создании необходимых условий для интеграции и проектах, которые следует осуществлять совместно с представителями комитетов по вопросам молодежи и спорта, сказал заместитель председателя государственной молодежной политики Михаил Цкуа. Глава администрации Галского района Тимур Надарай подчеркнул, что несмотря на то, что террористическая и физическая война с Грузией закончилась, но идеологическая информационная война продолжается. Цель этой встречи – это обнажение проблем и пути
их решения, найти пути решения. И некоторые стереотипы, конечно, были сломлены, скажу честно. Я говорю про то, что в городе Гал есть молодежь, которая стремится общаться, стремится учиться в Абхазском государственном университете и интегрироваться в наше абхазское общество. Вот для этого мы выработали некоторые механизмы. Надеюсь, что эти механизмы в ближайшем будущем все-таки начнут работать. Встреча была очень плодотворная. Мы поговорили о проблемах нашего района, о проблемах молодежи, которые присутствуют в данный момент. Запланировано несколько мероприятий, которые мы будем в дальнейшем 2018 и не только 2018 год. Благодарю Госкомитета по вопросам молодежи, молодежной политики за такое мероприятие, которое проводится во всех районах и в Республике Абхазия. Анжела Убилава, Гела Закарая, Борис Цацуа, Гал ТВ. Впервые в Абхазии по инициативе Госкомитета Республики по молодежной политике пройдет первый Сухумский международный кинофестиваль, который состоится уже 2 апреля. Что ждать абхазским любителям кино от этого яркого культурного события, а также о других направлениях работы в молодежной политике, мы обсудим с председателем Госкомитета Тимуром Кюкискири. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте. Тимур, мы сразу поговорим о фестивале, который мы все очень ждем с большим нетерпением. 2 числа первый Сухумский международный кинофестиваль распахнет свои двери для зрителей Абхазии. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте, кто в нем будет участвовать, как сложно он готовился или же наоборот он вышел, скажем так, на одном дыхании и реализовывается легко. Ну, на самом деле, начну с самого начала, что этот фестиваль давно зарождался в наших головах, так в наших мыслях. Это еще с тех времен, когда мы учились в Москве на режиссеров, на высших курсах сценаристов-режиссеров. Мы с Тимуром тогда очень много говорили о фестивале, и это было некой мечтой о том, чтобы провести его, и вот так получилось, Тимуром? что... С Тимуром Таня. Да, мы вместе учились на режиссера, и тогда очень много обсуждали момент, что было бы хорошо, если бы в Сухуми прошел бы подобного рода фестиваль. И вот эта мечта, которая была, стала явью буквально через 2 дня у нас открытие этого фестиваля. Подготовка проходила, скажу, как-то вот, если честно, на одном дыхании, естественно, с какими-то шероховатостями, учитывая, что это наш первый фестиваль. И поэтому мы не замахнулись на полный метр, а всего лишь фестиваль короткого метра. В дальнейшем планируется, дай бог, чтобы это стало вообще традицией в будущем, но в дальнейшем планируется и полный метр, и документальное кино, и короткий метр, то есть весь спектр, который включает в себя, который может включать в себя кинофестиваль. Но пока мы начали вот с малого. Хочу сказать, что после того, как мы открыли свой сайт, разместили информацию о том, что у нас будет вот фестиваль. Нашу информацию подхватили несколько агентств фестивальных, фест-агенты. Есть такие сайты, которые продвигают фестивали. Как только разместили они информацию нашу, так сразу вот прям очень много заявок. И более 3500 в конечном итоге нам прошло заявок со всех стран мира. Латинская Америка, Северная, то есть Австралия, Азия, Европа. И Вы ожидали такое количество? Честно, не ожидали. Вот а как вы считаете, может быть, какую-то нишу нашли? Понимаете, может быть, действительно в коротком метре не так много фестивалей существует. Вот, что вот вы думаете вот, по размышлению Если об этом? честно, фестивалей очень много. Вот прям огромное количество фестивалей, особенно короткого метра по миру. Вопрос в другом, что мы предоставили условия такие серьезные. Но учитывая, что это Абхазия, и, конечно же, человек, нужно его как-то заинтересовать. Это же площадка, пока никому не известна в сфере кино, да, как площадка для того, чтобы здесь проходили фестивали. И это первый фестиваль. У человека могли возникнуть какие-то сомнения. Вот для того, чтобы завлечь сюда, мы, конечно же, предоставили неплохие условия. То есть и гонорары победителям, и плюс еще условия по приезду сюда мы оплачиваем участников. А мы сделали мы это для того, чтобы привлечь в Абхазию из-за рубежа участников. И у нас это получилось. У нас из Европы участвуют Германия, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Словения, Хорватия. А также у нас есть Марокко, Тунис, Иран. И плюс еще огромное количество, 17 фильмов из России и Узбекистана. Так что мы охватили, очень я считаю, большое количество. большое количество.
Еще подробнее об условиях. Вот какие условия для людей, и чтобы их заинтересовать в нашем кинофестивале? Это проживание, переезд и питание. Наша сторона взяла полностью на себя. Получение визы, кстати, Министерство иностранных дел огромную благодарность хочу выразить за содействие, просто неоценимую помощь, которую они нам оказали, общаясь и контактируя, и ведя всех вот участников из-за рубежа прямо сюда, начиная от просто первого контакта, заканчивая получение виз, ходатайства в МИД России, так, чтобы это все у них прошло по облегченной версии. Буквально за 2-3 дня все получили визы. Конечно, нам палки в колеса нашим соседи ставили. Не обошлось без этого. Не обошлось, конечно, без этого. И некоторые участники из-за этого не смогли приехать, потому что они все-таки послы Грузии, которые находятся в тех или иных странах, звонили прям участникам. Я все ожидал, но то есть обычно они блокируют наших участников, да, из Абхазии какие-то ансамбли или те или иные коллективы, которые едут куда-то. Но тут получилось, что они начали блокировать граждан Европы, да, для того, чтобы они сюда не ехали, запугивать. Но наш МИД сделал все для того, чтобы все-таки некоторых участников отвлечь от этого негатива, который нес вот, грузинское посольство и вообще их политика. Расскажите, собственно, о кинофестивале, каким он будет, сколько картин, в какие дни, сколько в день можно будет посмотреть фильмов вот в течение этих фестивальных дней. В общем, из 3500 фильмов мы отобрали 32 фильма. Из них 2 абхазских фильма. Вот, это Инар Нормания и Атана Агрба. Плюс там 17, кажется, из России и остальные вот, те страны, которые я перечислил до этого. Вот, фильмы, скажу честно, очень хорошие. Прям вот видно, что люди, которые снимали их, в дальнейшем будут снимать хорошее кино. Мы именно за критерий брали именно вот этот главный, чтобы он был каким-то особенным, чтобы чувствовалась рука режиссера и чтобы история вовлекала. У нас есть программный директор, кстати, мой однокурсник Алексей Камынин, который, в принципе, и выбирал, и составлял эту программу. Вот. Я думаю, что фильмы понравятся всем. Теперь немного скажу о том, как будут проходить просмотры этих фильмов. У нас 2 числа церемония открытия. На церемонии открытия, ну, естественно, какие-то праздничные номера, речи в Русдраме будет проходить в понедельник в 18:00. И по окончанию церемонии открытия у нас премьера, кстати, того вот фильма, который мы снимали с Тимуром, ну, Тимур, режиссер, фильма «Спасибо деду за победу». По окончании церемонии, наконец-то, можно будет увидеть этот фильм. 3, 4 и 5 у нас просмотры этих 32 фильмов, конкурсных фильмов. То есть по 2 блока в день. Один блок 5 фильмов, второй блок там через перерыв еще 5 фильмов. Вход свободный. Кстати, я приглашаю всех жителей Абхазии на просмотры. Вход бесплатный. Можно подойти в кассу Русдрама и получить билет и сесть на место, комфортно посмотреть те картины, которые будут предоставлены для их внимания. Скажите, а какие номинации вообще существуют в этом кинофестивале? По каким номинациям будет выбираться лучшие картины? Ну, лучшая картина – это отдельная номинация Гран-при фестиваля. У нас статуэтки специально разработаны для этого. Есть Гран-при фестиваля, 2 место. Ну, то есть лучший фильм, 2 и 3 место. Каждому вручаются статуэтки и гонорары. Также у нас есть лучшая операторская работа, номинация лучшая актер, мужская роль, то есть женская роль, приз зрительских симпатий, чтобы зрители были не просто зрителями, а еще и участвовали в процессе отбора и были тоже вовлечены в этот процесс. Немножко о жюри расскажите, вот насколько, кто к нам приедет и насколько эти люди опытные, скажем так. Это очень опытные люди и очень известные люди в сфере кино в России, да и не в сфере кино тоже. Просто в Абхазии, может, не все знают, потому что тут не так сильно раскручена киноиндустрия. Вот, хочу сказать, что к нам вот приедет мой педагог, кстати, Владимир Алексеевич Фенченко. Очень опытный человек, его прям все студенты его обожают, все, кто учился в Москве, в АВГИКе или на высших курсах, там, где я учился, его имя для всех это просто, ну, да, потому ну, когда его увидите, кто он есть, тогда будет понятно. То есть стоит прочитать его биографию, станет понятно. Председатель жюри у нас Анна Меликян, кстати, это одна из уже топовых молодых режиссеров.
которая уже номинировалась на некоторые серьезные премии, награды в кинофестивале. И, кстати, после нашего фестиваля она будет участвовать в жюри на МКФ Московском кинофестивале. Это известный фестиваль, и так у нас получилось, что мы смогли с ней договориться. Причем она очень отзывчивая, сразу так вот согласилась с радостью. С ней, кстати, приедет 5 числа еще Равшана Куркова, тоже очень известная личность. Вот, но она не в жюри, она в качестве гостя. Вот, в жюри у нас еще продюсер и педагог Елена Гликман, Пускипалис у нас актер и режиссер тоже. Еще и мастодонт и корифей абхазского кино Вячеслав Облотья будет представлять Абхазию. Он, кстати, является и председателем, и лицом нашего кинофестиваля. Вот. И у нас еще есть гости, которые приедут, тоже известные люди. Денис Шведов, Ашот Кишан, наш друг, тоже режиссер. Вот. Я думаю, что в принципе лица будут узнаваемые, и жюри у нас отличное. Вообще для первого фестиваля я считаю, что нам повернулась просто удача, и мы набрали именно вот тот состав, который нужен нам, потому что и по возрастному, то есть восприятию, да, люди разных возрастов, и, естественно, восприятие кино тоже разное. Разное, конечно. Да, учитывая, что у нас разные фильмы по жанру, вообще, в принципе, очень разные фильмы, это будет только хорошо влиять и благоприятно на судейство. Вы знаете, сейчас я вспомнила о том, что при начале кинофестиваля различные церемонии проводятся, в конце есть церемонии при награждении. Вот будет ли какое-то шоу, как это вообще принято в киноиндустрии, на других кинофестивалях? Будет ли это интересно? Есть ли какие-то задумки, с которыми можете сейчас поделиться уже? Ну, да, есть, конечно, так, элемент шоу, но мы не стали сейчас это превращать в церемонию открытия Олимпиады, конечно, какой-то, да. Но, тем не менее, я думаю, что церемония открытия пройдет интересно. И церемония закрытия тем более, потому что там будет та интрига, которая будет как раз вовлекать в это все. Там своя драматургия. А церемония открытия, прежде всего, что хотелось бы показать, это нашим гостям нашу культуру, наш колорит. Потому что приезжают не только гости с нашей дружественной братской России, но и из-за рубежа. Поэтому эта церемония больше направлена, если честно, на то, чтобы они ознакомились с нашей культурой, с нашим этносом. И мы попытались это сделать так, чтобы современно подать, скажем так, нашу культуру. Не совсем такой прямой колорит, вот наши танцы, они будут, но они будут чуть-чуть обработаны под другую музыку, со светом. Вот, ничего грандиозного, но я думаю, что со вкусом, так аккуратненько, скромно, будет все хорошо. Я хочу, чтобы вы рассказали немножко о своей команде. Мы видим там молодых людей, Илона Хварцкия, да, директор по развитию, Занда Какали, она художественный руководитель фестиваля, ваш однокурсник, программный директор Алексей Камынин. Да, вот расскажите, как вы все нашли друг друга и как вы сотрудничали. Вот, Никита Корнев, это технический директор, он как раз был оператором в той новелле, которую я снимал по мотивам Михаила Лакарба. Вот. Он, кстати, перевел все фильмы, субтитры, у него была грандиозная работа, английский, русский язык, в общем, чтобы это все-таки международный фестиваль, и нужно было, чтобы понятно было всем. Конечно. Вот. Алексей Камынин мой однокурсник. И оттуда пошло знакомство с Никитой Корневым. То, что касается Занды, Занда училась тоже вместе с нами, хотя мы познакомились не в Абхазии, а познакомились на высших курсах в Москве, и там узнали, что она вот тоже из Сухума. И, ну, мы сотрудничаем, в принципе, и фильмы пишем, сценарии писали вместе. Илона Хварцкия тоже в кино, в этой сфере здесь как-то познакомились по приезду сюда. И вот эта идея, которую мы вынашивали там с Тимуром в Москве, получила тут поддержку от этих людей. Естественно, мы вот одной командой так выступили, и вот сейчас делаем фестиваль кино. Вячеслав Облотья, естественно, у нас является таким лицом, учитывая, что за ним большой опыт. И он является одним из тех, кто снимал полный метр в те времена, в советское время. И у него замечательный фильм, это «Колчаруки», полный метр, еще много замечательных картин. Конечно же, не без его поддержки, он как наставник, так скажем, да.
Я хочу, чтобы мы немножечко отошли от этой темы. Я желаю удачи в проведении фестиваля и думаю, что всем будет интересно посмотреть на все эти картины. Спасибо большое. Немножечко о молодежной политике. Вот какие у вас сейчас там происходят изменения? Вот мы знаем о том, что буквально 2 дня назад была поездка в ГАЛ, чтобы поговорить там с районной организацией. Вот расскажите, для чего такие встречи проводятся, с какой целью и во что это должно вылиться? Ну, это первое выездное заседание. Так у нас было уже... Ну, так получилось, что мы решили, вот в Госкомитете подумали и решили как бы придумать механизм работы и взаимодействия между всеми районными и городскими комитетами, занимающихся и реализующих молодежную политику. Учитывая, что мы на деле до этого и по закону никак с друг другом не связаны, единственное, что Государственный комитет по молодежной политике может только в рекомендательном характере как-то взаимодействовать с этими районными комитетами городскими, было предложено этим комитетам, представителям комитета, собираться 1 раз в месяц, собираться за круглым столом, где мы будем обсуждать вообще все планы мероприятий этих комитетов, взаимодействие между собой, помогая друг другу. Не будем ждать, когда закон сделает так, чтобы мы все одним фронтом выступали и реализовывали масштабно молодежную политику. Поэтому мы это сами как-то соорганизовались. Вот. И круглый стол на самом деле несет за собой очень хорошую функцию. Мы можем взаимодействовать и использовать те ресурсы, которыми мы располагаем. То есть ресурсами Государственного комитета может воспользоваться, если у нас есть чем помочь, то может воспользоваться любой городской, любой районный комитет. Благодаря этому программы, которые есть у городского, у Государственного комитета, мы можем одновременно реализовывать их по районам. Это некий орган, некая площадка для взаимодействия. То, что касается города ГАЛ, это было первое выездное заседание круглого стола. Таких заседаний будет ровно столько, сколько у нас комитетов по районам и городам. То есть следующее у нас в городе Творчал, потом в Ачамчирах, и так последовательно до города Гагра мы дойдем, обсуждая и обнажая проблемы молодежи в каждом районе. То есть вчера мы были в городе ГАЛ, услышали очень много связанных проблем с молодежью и с молодежной политикой. Какие-то проблемы на самом деле решаемы и решаемы в этом году. Какие-то требуют более основательного подхода, более глобального подхода и на самом деле выходят даже за рамки молодежной политики, но ее тоже касаются. Потому что там это касается и образования. Вот, Министерство образования, которое должно участвовать там, вот, как мы выяснили, статистику вчера приводили нам, что из 3000, я в цифрах приблизительно из 3000 учащихся всего лишь 2100 разговаривают на русском языке сносно. То есть проблемы с преподаванием истории Абхазии на русском языке и на абхазском языке, нехватка педагогов именно в этой сфере. Вот. И здесь Министерство образования, да, известная проблема. Вот вчера она была озвучена. Это то, что касается, как мы должны взаимодействовать с Министерством образования. А то, что касается молодежной политики, я думаю, что нужно интегрировать эту молодежь. Это территория Абхазии, республики. Естественно, та молодежь, которая тоже должна участвовать в процессах, в развитии государства. Я уверен, что среди этой молодежи, которая живет в городе ГАЛ, есть и могут появиться те кадры, квалифицированные, которые могут во благо быть использованы и работать во благо нашего развития Абхазии. И, естественно, мы не должны их отодвигать, должны интегрировать, чтобы они не чувствовали себя отчужденными от тех процессов, которые протекают в стране. То есть эти встречи, они не какие там официальные переподчинения и прочее, прочее. Это, скорее всего, такая сверка часов, координация координация, действий, это еще одна площадка для того, чтобы мы тесно взаимодействовали. Нужно наладить не только между государственным комитетом, вот это не переподчинение, это нужно наладить взаимосвязь между комитетами, даже вне, без Государственного комитета, чтобы Гагринский комитет взаимодействовал с Гальским комитетом. И тут не важно, какую роль играет Государственный комитет. Единственная главная роль, это чтобы все друг с другом взаимодействовали, чтобы это был единый механизм. Мы не можем никому приказывать, мы можем все вместе решить и сделать. Вот что сама суть этого, в принципе, съезда, этого круглого стола. Я думаю, что у нас получится, и какие-то плоды мы в конце года даже будем пожинать.
То есть вы, наверное, обсуждаете какие-то конкретные проекты. Да. А вот и нам тоже хотелось бы узнать, что вообще реализуется, может быть, в регионах и что будет реализоваться непосредственно Государственным комитетом по молодежной политике. Ну, по Государственным комитетам будет реализовываться несколько проектов, в которых будут участвовать молодежь Абхазии, в принципе, с разных регионов. Прежде всего, это летний образовательный лагерь, который пройдет в конце июля, в начале августа, прям вот внахлёст следующего месяца. Будут участвовать около 250 детей, ну, условно, детей от 14 лет молодежи и выше. Это образовательный лагерь, в котором будут определенные программы, как спортивные, так и интеллектуальные, плюс еще привлечение наших звезд, так скажем, да, которые будут с молодежью общаться. Я не хочу сейчас заранее называть звезд, потому что сначала нужно договориться. Я говорю про успешных людей, которые именно выходцы с Абхазии. Может, кто-то в Москве живет, может, кто-то здесь трудится, но чтобы на примере и опыта этих звезд, так скажем, да, известных, именитых людей, молодежь понимала, что можно здесь вырасти, и не так далеко вот эта вот дорожка, которая через тернии к звездам простирает, да, чтобы они тоже были мотивированы. Где этот лагерь будет непосредственно располагаться, кто в него будет попадать в итоге? Ну, кто будет попадать, это будет заранее, где-то вот сейчас пройдет кинофестиваль, и мы займемся, мы сделаем открытую аккредитацию от каждого района, определенную квоту, и нам эти комитеты будут предоставлять, именно выбирая у себя в районе, ту молодежь, которую она хочет и считает, что нужно именно эту молодежь отправить в этот образовательный лагерь. Мы решили, что этот лагерь будет располагаться в городе Очамчира, так как мало проходит там проектов, и этот город нужно чуть оживить, новые какие-то яркие процессы внести в этот город, чтобы благоприятную атмосферу создать даже для жителей самой Очамчиры. И этот лагерь, это как Селигер, нечто похожее, то есть палаточный городок, вот, в котором молодежь будет из разных регионов взаимодействовать, общаться, знакомиться, налаживать связи, вместе что-то делая, вместе во что-то играя, вместе что-то узнавая. И у нас будут спикеры приглашены, которые будут проводить определенные тренинги, направленные на какие-то вот именно прям болезненные для нас направления и проблемные направления. Ну, именно наркомания и вот производные из всего этого. Поэтому я думаю, что это очень полезный проект. Еще у нас есть интеллектуальный проект Brain Ring. Вот очень много команд, кстати, играют и на хорошем уровне играют. Вот мы хотим сделать так, чтобы победитель этого Brain Ring выступал потом в России. Ну и именно в гражданско-патриотическом, военно-патриотическом направлении мы будем делать, сейчас реализовывать проект, который называется «Схватка». Это военно-тактическая игра. Страйкбол, он будет в виде квеста, будет написан сценарий, это будет реалити-шоу, будет открою секрет, на абхазском телевидении транслироваться. Вот, но будет все интересно, я думаю, все получится. И, естественно, ряд некоторых проектов, которые нам предложат именно районные комитеты. То есть мы готовы поддержать их на вот тех проектах, которые они считают, что нужно, вот, например, в городе Гагра провести такой-то проект или мероприятие, или в городе Гал, или в другом каком-то районе. То есть мы для этого, в принципе, и взаимодействуем, чтобы знать, какие проекты и в чем нужно помочь, нужно сидеть и общаться. То есть для этого и создан этот круглый стол. Появилась такая возможность, и все как бы одобренно отнеслись к этому. Тимур, я благодарю вас за интервью. Удачи вам во всех ваших проектах. Удачного проведения кинофестиваля. Я думаю, что всем нам понравится. Мы все с большим интересом и с большим нетерпением его ожидаем. Всего доброго. До свидания. Спасибо, что пригласили. До свидания. А теперь к событиям субботы, 31 марта. По последней информации, местные фермеры в селе Адзюбжай Очамчирского района приступили к химической обработке растений. Мобильная группа под руководством Акуна Квирая оснащена всем необходимым для проведения работ. Представители Россельхознадзора, находящиеся в эти дни в Абхазии, высоко оценили активность населения в борьбе с вредителем. Как подчеркнул министр сельского хозяйства Даур Тарба, работа бригады села Адзюбжа – прекрасный пример для остальных фермеров.
Министр также сообщил, что принято решение продолжить выплаты населению за сбор вредителя в том же размере – 1000 рублей за килограмм насекомого. Средства будут выделены из бюджета ведомства. В эти дни в Сочи проходила 6-я международная научно-практическая конференция по экономике, посвященная 95-летию со дня рождения известного ученого и крупного организатора экономической науки на юге России, доктора экономических наук профессора Александра Сидорова. В рамках конференции в Сухуми состоялся круглый стол с участием видных ученых почти всех стран постсоветского пространства. Репортаж Ирины Аршба. Международная экономическая конференция проводится в 6-й раз и по ставшей уже традиции, завершающий ее день проходит в Сухуми. В формате круглого стола ученые и экономисты обсуждают актуальные вопросы, связанные с развитием государств стран СНГ в непростой период перехода к рыночной экономике. Своеобразным лозунгом конференции стало высказывание профессора Сидорова, в честь 95-летия которого проходит конференция, что рынок сам по себе не гарантирует процветание. Для эффективной рыночной системы нужна разумная экономическая политика. Тема «Феномен рыночного хозяйства от истоков до наших дней» очень актуальна для всех. На постсоветском пространстве есть страны, которые очень хорошо организовали это дело, есть те, которые отстают. Да, нужна разумная экономическая политика. В программе есть мое сообщение, которое организаторы сформулировали как трудности Абхазии на пути к рыночной системе. Они очевидны. Ученые-экономисты из России, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Приднестровья, Донецкой и Луганской народных республик и даже из Казахстана приехали в Сухум, чтобы поделиться своими знаниями с абхазскими коллегами и обсудить проблемы экономического развития и сотрудничества. Рады, счастливы, что вот и в этом году это мероприятие проходит в стенах университета. Вот за мной много молодежи, за мной много абхазских студентов, преподавателей. Я надеюсь, что обмен опытом будет способствовать развитию научных знаний, хозяйственной жизни и в России, и в Абхазии. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет и впредь продолжаться. Мероприятие, которое мы проводим, оно, в общем-то, своими корнями уходит в далекое прошлое и связывает буквально все народы, проживающие на юге России. Именно благодаря этому событию решаются вопросы научного плана, особенно учитывая изоляционную ситуацию в Абхазии. Ей просто необходимо каким-то образом иметь возможность общаться с преподавателями, профессорами прилегающих районов, и, естественно, столицей нашей Родины, потому что Москва является не только носителем больших капиталов, но и знаний, которые сами по себе уже являются капиталом. Экономические интересы производителей и потребителей продовольствия, особые экономические зоны и территории опережающего развития как составляющая рыночной экономики, цифровая экономика, реальность и ожидания, факты, препятствующие реализации туристического потенциала России. Темы представленных докладов достаточно разнообразны, и все они актуальны и для нашей республики. Ирина Аршба, Беслан Чхинджерия для событий недели. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.